Инстанции добивать уголовного преследования всех организаторов митинга. Их надо просто взять и сажать в тюрьму. Сажать в тюрьмы? За законное право быть на митингах? За то, что позволили себе сказать слово против власти, ингуши? От лица всех граждан России низкий вам поклон. Мы слушали и раньше про этот смелый, великий, достойный своих отцов народ. Но слушать это одно. Вы показали всем нам, что значит отстаивать честь и достоинство родной земли. Здравствуйте, дорогие друзья, соратники и соотечественники. Снова с вами я, Александр Васильевич Сабуров, лидер народного движения «За народовластие», атаман Ордынского казачьего войска. Сегодня хотелось бы озвучить ситуацию, которая происходит в нашем, так сказать, нашей стране, а точнее в Ингушетии. Многие, наверное, уже знают о том, что наши братья-ингуши выступили против, так сказать, действующей системы, не захотели подчиняться, соответственно, провели референдум. Ну а сегодня система решила подчинить их себе. Не все это знают, не все догадываются или, может быть, просто не хотят этого делать. Но то, что сегодня происходит в Ингушетии, назвать как геноцидом населения невозможно. Сегодня, да, идет полномасштабный геноцид ингушского народа, зачистка. Выступило огромное количество ингушей, порядка 20 тысяч вышло на улицы митингующих. Ну и, соответственно, Росгвардия выступила в качестве псов системы. Именно псов. Я бы даже сказал псов Антихриста, которые сегодня прессуют народ, нарушают конституционные права. Я даже, честно сказать, снимая это видео, мне тяжело от того, что действительно люди не понимают о том, что делают. Я сейчас больше всего начал осознавать о том, что та Росгвардия, которая была сформирована Путиным, это псарня. Псарня, которая будет выполнять любой приказ. Сегодня эти псы Антихриста, сатаны, я буду так говорить прямо, потому что на самом деле это так. Сегодня они зачищают народ в Ингушетии, вольный народ, который хочет отстоять право свое на суверенитет, право на выборы. Вы понимаете, когда отменили, запретили референдум, следующим шагом будет просто-напросто навязывание людям той системы, которую они хотят. Многие не осознают и думают о том, что это не коснется их. Я хочу сказать, друзья мои, это придет к нам. Псы Антихриста придут к вам, Росгвардия. Ваши регионы будут делать то же самое. И им абсолютно будет, извините, хочется выругаться, но не буду. Им все равно будет, кого убивать. Они получают деньги. И самое обидное в этой ситуации то, что люди продолжают игру под названием, Советский Союз, Российская Федерация, не осознавая о том, что те, кто наверху, сегодня творят бесчинство. Именно так, друзья. Я понимаю, что сегодня уже вышел закон о том, что за то, что ругают власть, будут сажать в тюрьмы. Я это осознаю и понимаю. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Я эту власть не выбирал.
И я нахожусь на собственной территории РСФСР. Тяжело говорить по этой ситуации, потому что вообще то, что сегодня происходит в нашей стране, оно ни в какие ворота не пишется. Друзья мои, вы должны понимать о том, что если народ не будет осознавать, не будет объединяться, а будет продолжать разъединяться, никто никогда ничего не выиграет. Сколько бы сегодня ни говорили, давайте построим новый Советский Союз, а давайте мы выдадим вам новый документ или что-то еще в том духе, ничего не будет. Вы должны понять, не в бумажке ныне человек, а по делам. О том, что вы делаете и как вы делаете, будет зависеть наша дальнейшая общая жизнь. Вы должны осознавать, что те действия, которые были когда-то вами сделаны, они имеют свойство сегодня проявляться. Негатив, позитив и тому подобное. Мы должны объединяться, мы должны быть едины. Мы не должны разделяться. Я там рус, или там таджик, узбек, киргиз. Нет, мы единые народы. Это наша земля. И все мы должны защищать собственную землю. Вы должны осознавать это, друзья мои. Потому что если вы не будете осознавать, псы антихристовой системы придут к вам, постучат в вашу дверь. Только уже, наверное, скорее всего, стучать не будут, будут выбивать. Когда я был в Краснодаре, я общался с очевидцами событий, которые происходили в Ингушетии. Честно говоря, когда мне рассказывали то, что происходит в Ингушетии, мне было трудно в это поверить. Когда под дулом автоматов людей выкидывали из домов. Под дулом автомата росгвардейцы выкидывали людей из домов. Мне сказали, что даже расстреливали людей. Я не могу утверждать, потому что мне не дали ту информацию, которую я сейчас освещаю. В Ингушетии отключен интернет. В Краснодаре то же самое, очень плохой интернет, плохо вообще все ловило, что-либо выложить, какую-то информацию очень тяжело. Если вы думаете, что то, что там происходит конституционно, то вы заблуждаетесь. Это не конституционно. Это нарушение всех конституционных прав. Только объединение, еще раз, друзья мои, только единство, народное единство. Вне зависимости от того, какой ты народности, вне зависимости от того, какой религии или вероисповедания, вне зависимости от вашего социального положения. Мы сегодня должны отстаивать вместе. Отстаивать нашу страну. И честно скажу, друзья мои, я верующий человек. Я этих псов антихристовых проклинаю всей душой своей, сердцем за те дела, которые они творят. И хочу сказать, что сегодня бумеранг возвращается очень быстро. И те, кто сегодня восстал против народа, будут пожинать свои плоды. Гореть вам в аду, псы антихриста, росгвардейцы. Если вы сегодня не осознаете свои действия, завтра будет поздно. Закон Божий, он действует. И что бы вы ни хотели, как бы вы ни хотели обойти, сколько бы вам ни заплатили, вы получите свое. Не сегодня, завтра.